Пульсирующие звезды. Источники радиоизлучения. Пульсары. Перед вами первые 3 аята 86-й суры Корана. «Клянусь небом и стучащей». Откуда тебе знать, что такое стучащее? Это звезда пронзающая. Название этой суры «Ат-Тарик» происходит от арабского корня «тарака». Основное значение этого слова – сильно ударять, пробивать, испускать звук удара, сильно сталкиваться. И именно эти значения раскрывают нам поразительный научный факт, указанный в этих аятах Корана. В 1967 году были зафиксированы некие постоянно повторяющиеся радиосигналы. Однако в те годы наука еще не знала о существовании какого-либо небесного тела, которое способно было бы испускать постоянные пульсирующие, словно удары сердца, радиосигналы из космоса. Через некоторое время было обнаружено, что источниками данных энергетических импульсов являются нейтронные звезды, вращающиеся с колоссальной скоростью. Обнаруженные нейтронные звезды и назвали пульсарами. Они возникают в результате взрывов и гибели сверхновых звезд. Энергия излучения черпается из энергии вращения звезды, поэтому период ее вращения постепенно возрастает. Некоторые старые пульсары достигают непостижимой скорости. Скорость их вращения вокруг своей оси составляет 600 оборотов в секунду. Слово «пульсар» происходит от английского глагола «пульс». Словарь American Heritage определяет данный глагол как упорядоченный и ритмичный стук, удар. В словаре Webster этому же слову дается следующее пояснение: быстрые удары, подобные ударам сердца. Опять же, словарь American Heritage также определяет еще один однокоренной со словом «пульсар» глагол «pulsate» — ритмическое быстрое расширение и сжатие, удары. Именно после этого открытия стала очевидна поразительная параллель между арабским словом «ат-тарик», означающего «стучащее», и названием «пульсар», которое ученые дали нейтронным звездам, причем не имея никаких сведений о суре Корана.